Согласно первоначальному плану реконструкции улицы Токтаналиева, как сообщили в мэрии, планировалось вырубить около 1000 деревьев. Активный протест местных жителей заставил чиновников пересмотреть план вырубки. В итоге вырубили 143 дерева, остальные не тронули. Всего ввиду аварийного состояния в столице под сруб пошло более 6500 деревьев. 1000 пожертвовали ради реконструкции дорог. Как сообщают чиновники, по каждому из них есть порубочный акт. Все было сделано в рамках закона. Если среди них и попадались здоровые экземпляры, то зачастую они были когда-то посажены самовольно. И, по словам чиновников, приносили больше вреда, чем пользы. Есть среди них, конечно, и здоровые деревья, которые попадают в зону сноса при реконструкции. В первую очередь это касается тех деревьев, которые растут на тротуарах, на ирригации, поднимают нашу ирригацию. Одно такое дерево своими корнями может поднять ирригацию и оставить без воды 100, 200, 300 деревьев, которые находятся ниже по течению. По словам депутатов, никто не против санитарной вырубки или, может, даже с целью расширения дорог. Вопрос, действительно ли на это есть основания. Никто не видел никаких утвержденных проектов, по которым никто не проводил никаких общественных слушаний. Генплан и вовсе призрачный документ, хранящийся под 7 замками. Тем временем муниципальные службы загоняют технику, сотрудники заводят пилы и начинают вырубку, не предоставляя местным жителям никаких документов, подтверждающих законность их действий. Со стороны госорганов очень часто идет и, скажем, укрывательство информации, и фальсификация. Поэтому у меня есть основания не доверять, например, государственным органам в то, что своевременно были предоставлены все документы и люди проинформированы. На данный момент крестиком помечены почти все деревья по улице Калыкакиева, начиная от Бакамбаева до самого проспекта Чуй. Но наибольшая обеспокоенность вызывает будущее ботанического сада. По проекту реконструкции улиц Токтаналиева и Каракульской, по словам депутатов, особо охраняемую территорию ботсада планируется потеснить аж на 15 метров. Под вырубку теперь попадают редкие породы деревьев. Данный процесс, уважаемый Айтмат Кушевич, действительно на стадии согласования. Пока эти документы к нам не поступали. Мы по Мамбету и Токтаналиева располагаем документы. По словам экологов, многие деревья столицы страдают различными заболеваниями. К примеру, рано пожелтевшие дубы 7 лет назад были поражены завезенным из Европы паразитом, не имеющим здесь природных врагов. Опрыскивать химическим составом деревья нельзя. Лечение биологическими препаратами результата не дало. Лечить их в этом году планируют инъекционным методом. Укол для дерева. Для этого мы закупаем препарат «Совой». Только было принято решение, так как на территории Кыргызстана этот препарат не был использован, применен до этого, было принято использование в экспериментальном виде на нескольких участках, то есть в 4 зонах Бишкека в общем количестве 200 штук. По изучению законности массовой вырубки деревьев в Бишкеке депутаты решили создать рабочую группу. Через 2 месяца она должна представить итоги своего расследования. Их заслушают на палате. В случае, если будут обнаружены нарушения, материалы передадут в правоохранительные органы. Болот Исай, Багыт Кушалиев, НТС.